Газета «Таймс» опубликовала статью о том, что спецслужбы Китая заставляют уйгуров, проживающих в Турции, шпионить друг за другом. Издание процитировало новость турецкой службы BBC, в которой рассматриваются записи разговоров в WhatsApp сотрудников китайского консульства в Стамбуле. Записи показывают, что китайские спецслужбы предлагали уйгурам деньги или возможность связаться с родными, содержащимися в лагерях перевоспитания, в обмен на информацию о других уйгурах. В Турции проживает более 30 тысяч уйгуров. Многие из них бежали, чтобы спастись от репрессий коммунистической партии. 29-летний Шермамед Джевлан рассказал, что прибыл в Турцию в 2011 году для поступления в университет. В 2016 он посетил историческую родину. По его словам, с ним связался представитель коммунистической партии, который потребовал от него предоставить подробную информацию о связях в Турции. Каждый день появляется новая информация о преследовании мусульман уйгурского региона. Сайрагуль Саудбай, которая является педагогом и врачом, написала книгу о концентрационных лагерях и текущей ситуации региона. В ней она рассказывает, как мусульман заставляют есть свинину. Сайрагуль Саудбай, которая была освобождена из концлагеря, где подвергалась различным пыткам в течение 2 лет, сообщила, что кроме физического и сексуального насилия, принудительных абортов и стерилизации, по пятницам мусульман заставляют есть свинину. Данная практика не обошла стороной и детей мусульман, находящихся в школах-интернатах, которые ничем не отличаются от лагерей. Кроме того, китайское правительство прилагает активные усилия для развития свиноводства в регионе. Шухрат Закир, который является одним из высокопоставленных чиновников коммунистической партии, пообещал, что вскоре регион будет преобразован в центр свиноводства. «18 человек погибли после того, как оказались в ловушке на шахте в городе Чунцин на юго-западе Китая», сообщило в субботу официальное информационное агентство Синьхуа. Это уже вторая подобная авария в регионе чуть более чем за 2 месяца. В сентябре 16 рабочих погибли на другой шахте на окраине Чунциня, когда загорелась конвейерная лента, в результате чего образовался высокий уровень окиси углерода. По данным агентства, погибшие были среди 24 человек, оказавшихся в ловушке под землей из-за чрезмерного содержания угарного газа на угольной шахте Дяошуйдун. Один выживший был спасен, поиски еще 5 шахтеров продолжаются. По данным телеканала CCTV, утечка газа на шахте Дяошуйдун произошла, когда рабочие демонтировали подземное оборудование. Рудник был закрыт в течение 2 предыдущих месяцев. США ввели санкции против китайских официальных лиц, кого подозревают в угрозах, не разделяющих политику Пекина людям. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он отметил, что рабочий отдел Единого фронта Центрального комитета Коммунистической партии угрожает представителям научных кругов, бизнесменам, группам гражданского общества и китайским диаспорам, в том числе представителям национальных и религиозных меньшинств, которые выступают против нарушений прав человека. Госсекретарь подчеркнул, что США ограничили визы людям, причастным к вышеуказанным действиям. Япония примет клубный чемпионат мира 2021, который пройдет в прежнем формате с участием 7 команд в декабре. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Ранее планировалось, что с 2021 года турнир будет проходить по новому формату. В чемпионате мира будут принимать участие 24 команды вместо 7, соревнования будут проходить каждые 4 года вместо Кубка Конфедераций. Первый турнир в новом формате должен был пройти летом 2021 года в Китае.